Его книги переведены на 176 языков мира. Чингис Айтматов не просто писатель, а планетарный гений, ставший голосом Азии. Все началось с трагедии 1937 года. Его отца, Тарикула, репрессировали. В 9 лет Чингис остался без отца с клеймом сына врага народа, но это не сломило его дух. В суровые годы войны 14-летний подросток стал секретарем сельсовета. Ему выпала самая тяжкая ноша – разносить каракагаз, черные похоронки. Он читал неграмотным матерям вести о гибели сыновей, пропуская их боль через свое юное сердце. Он выучился на зоотехника, лечил скот на Джайло, но по ночам писал. В 1958 году повесть Джамиля взорвала литературный мир. Луи Арагон назвал ее самой прекрасной историей любви XX века. Айтматов подарил человечеству грозное предупреждение – легенду о Манкурте. Он показал, что человек, лишенный памяти и корней, страшнее любого зверя. Дипломат, философ, создатель Иссык-Кульского форума. Он мог стать первым президентом, но выбрал путь духовного лидера и совести нации. Великий сын кыргызского народа, покоривший весь мир. Подпишись, чтобы знать историю наших легенд.